Макасиду лафзи аля нияти лафиз. Макасиди. А? Нет. Так, раз, два, три, четыре. Вот это пятое. Оно как отдельное правило идет. Макасиду лафзи аля нияти лафиз. Илля индаль кады. Фаиннаху аля ниятиль кады. Так, желание или намерение. Намерение. Намерение говорящего. Намерение. Клянущийся, произносящего клятву на ниятиль лафиз. Лафиз у нас говорящий, да, получается же? Намерение говорящего. Намерение говорящего. Клянущегося. Здесь больше клянущегося, да. Клянущегося идет. Намерение клянущегося. Клянущегося, да. Клянущегося. Извиняюсь, так, фраза клянущаяся. Извиняюсь, фраза, у меня что-то, да, фраза клянущаяся будет исходить от его намерения. Кроме как у судей, Тогда клянущийся будет клясться намерением судьи. Кроме как у судьи. Фраза клянущийся будет исходить от его намерения, кроме как у судьи. Во всех клятвах, когда человек клянется, он будет клясться так, как он это себе представляет. Да? И за это будет отвечать сам. Валлахи вот так, валлахи вот так. Но если в суде судья его спрашивает тот вопрос, который он должен поклясться, то и понятно, что судья спрашивает именно об этом, то здесь уже, если он даже скажет: «Валлахи, я не воровал», а судья же говорит: «Ты воровал?» Например, речь идет, вообще суд идет о воровстве машины, например, там, автомобиля. И судья говорит: «Ты воровал?» Он говорит: «Валлахи, я не крал». А сам думает про гуся там соседа. Который украл. Да, который: «Валлахи, я не воровал». То есть он никогда гуся не видел, потому что живут они в поселке, где вообще гусей не разводят. «Валлахи, я никогда не воровал». И здесь, в этом случае, он будет считаться кто? Грешником или нарушителем вот этой клятвы, потому что требование судьи было именно на это. А если наоборот? Ну, то есть судья спрашивает: «Ты машину воровал?» Он машину не воровал, например, а гуся украл, говорит: «Валлахи, я не воровал». Нет, намерение судьи же поэтому. Нет, здесь же поэтому ну как он этот, наоборот, может быть, и еще гуся припишут же ему. Мало ли что он еще автомобиль украл.
А за гуся надо отвечать. Нет, Аллах. я имею в виду, что Но он же должен наоборот отрицать. Как он этот? Он же должен себе должен придумать такую причину, которую он никогда не воровал и никогда не видел в жизни. Верблюда, например, который никогда он в жизни не видел. Или там антилопу. Аллах, я не видел. Антилопу такой. Я не знаю, где его нет, да? Вот. Ты видел его? Нет, я не знаю, где его нет. То есть все-таки он знает, где он есть. Но я не знаю, где его нет. Да, поэтому такие фразы, Шрек нас выручает, да? Поэтому такие фразы, которые можно вот так подобрать и выйти из ситуации. Выйти из ситуации, но эта ситуация, она не поможет, если это требует суд, требует судья. То мы должны уже полностью настраиваться на его, Какой суд говорит? Нет, во-первых, такое не будет, он тебя заставлять клясться. Если даже будет заставлять, наверное, клясться там Конституции каким-нибудь, я не знаю, чем. Аллахом точно тебя не попросит клясться. Здесь идет, конечно, о шариатской суде. Вот, да? Там документ, там слова уже, по-моему, ни на что не смотрят. Понятно, да? В американском суде же говорят, лучше говорить. Да. Говорить правду, да? Клянете там на Библии, клянусь. Да? У нас уголовная ответственность предупреждает, задача может показания. Да, задачу дольше показания. Ну, у нас это как бы как заклятство.